Добрый день, друзья! Меня зовут Савина Светлана, я психолог общественного фонда Кунбала. Я рада приветствовать вас в рамках нашего обучающего цикла. И сегодня я хотела бы с вами поговорить на такую непростую и очень глубокую тему, на те эмоции, на те состояния, которые мы проживаем, которые присутствуют в нашей жизни, в жизни с особым ребенком. И отдельно остановиться на проживании чувства вины, чувства стыда. И обязательно мы сегодня, во-первых, поговорим, что же это такое, какие есть кардинальные отличия между чувством вины, чувством стыда, что способствует формированию, почему получается так, что одни из нас очень быстро адаптируются, очень быстро проходят, проживают эти этапы, черпают откуда-то силы, ресурсы для того, чтобы двигаться, для того, чтобы развиваться, самим развивать ребенка, откуда у них эта энергия, откуда у них эти ресурсы. А другим, в свою очередь, как раз-таки свойственно в течение длительного периода времени проживать в этих состояниях, в этих деструктивных состояниях. От чего это зависит, когда это формируется. И обязательно остановимся на инструментах самопомощи и саморегуляции. Ну и отдельно, поскольку мы все-таки затронем эту тему, расскажу еще про какие возможные состояния испытывает женщина. Они как конструктивные, так и деструктивные. Да? То есть про эти вещи я предлагаю сегодня с вами более подробно поговорить. И для начала давайте начнем с определения. Вообще, что же такое стыд и вина? Это негативно окрашенные по состоянию эмоции, и так или иначе они связаны с нашими поступками и действиями. Но разница только лишь в том, что стыд мы испытываем тогда, когда мы пытаемся наши поступки соизмерить с тем, что принято в обществе. То есть насколько наши поступки отвечают нормам, критериям, ценностям, которые приемлемы в том или ином обществе. И если наши действия, наши события жизни не подходят под эту линейку, под эту категорию, естественно, нам свойственно всем испытывать жгучее чувство стыда. Вина же, в свою очередь, как раз-таки не требует вот так называемых свидетелей извне. Она не ориентирована абсолютно на получение оценки, одобрения от окружающих. Мы на самом деле это чувство испытываем в одиночестве. Да? И возникает оно как раз-таки от того, что есть у нас внутренняя картинка, идеальный образ себя, идеальный образ ситуации. И если какое-либо событие в нашей жизни, какое-либо поведение в нашей жизни не подпадает под эту идеальную картинку, под эти нормы, внутренние нормы, то в этом случае как раз-таки нам и свойственно испытывать чувство вины. Но надо сказать, что это психологические инструменты, они присущи абсолютно любому обществу, абсолютно любому социуму, любой ячейке, семейной ячейке в том числе. И они служат своего рода таким социальным контролером того, насколько наше поведение отвечает тем или иным ожиданиям и нормам. Вот. И надо здесь отметить еще то, что в психологии вообще не принято разделять эмоции на позитивные или негативные. Все эмоции, они несут определенный функционал. И все эмоции, они дуальны. И если говорить про вот эти, в частности, эмоциональные состояния, как чувство вины и стыда, то несмотря на то, что они негативно окрашены, несмотря на то, что испытывая эти чувства, нам свойственно закрываться в такую ракушку, замыкаться, снижать активность, прекращать или ограничивать контакты, то другая их грань, положительная грань, это как раз-таки то, что эти чувства являются таким своеобразным маркером, насколько вот наша внутренняя идентичность, насколько наши внутренние ценности соответствуют социуму, в котором мы живем. Потому что люди, я подчеркну, существа социальные, мы себя не мыслим в отделении, в разрезе отдельно живущего человека, индивидуума. И в то же время, если мы говорим про чувство вины, то в корне это чувство очень конструктивное, очень энергетически наполненное состояние, поскольку, проживая вину, что нам свойственно любому человеку? Мы стараемся вину загладить, да, если какой-то поступок был там неадекватный или порицаемый, мы стараемся вину загладить, мы стараемся ситуацию как-то исправить. Ну, то есть это то состояние, которое вызывает действие, и, как правило, это действия направлены либо на исправление ситуации, либо на то, чтобы ситуация развивалась, ну, как минимум, в каком-то конструктивном ключе.
Да, то есть вот, наверное, это основные определения, которые нам нужно понимать. И если немножечко про то, как формируется этот механизм, то здесь нужно знать следующее. Во-первых, чувство вины и стыда, оно зарождается у ребенка, вот, как правило, в возрасте 4-8 лет. И если ребенок вот в этом возрасте не получал необходимую поддержку от родителей, если его поступки или его активность всячески порицалась, всячески ограничивалась, он слышал от окружающих значимых людей, что это не делай, это нехорошо, так неправильно, да, то есть его стыдили, то как раз-таки вот в этом этапе и формировалось вот это ощущение и понимание, что если я что-то делаю, это должно быть сделано либо хорошо, и я молодец, я соответствую чьим-то ожиданиям, а если я что-то делаю нехорошо, то мне становится стыдно, я чувствую себя виноватым. Вот это тот механизм, который у нас сформировался вот именно на том этапе. И это тот механизм, который мы как раз-таки начинаем вот протягивать красной лентой через всю свою сознательную жизнь. И это именно то, что влияет на интенсивность наших проживаний. Да? То есть если вот плавно я подвожу категории людей, что почему одним свойственно сильно испытывать эти состояния, а другие быстро адаптируются. Так вот, категория риска, так называемая, то это прежде всего люди, которые очень требовательны к себе и к окружающим людям, в частности. Да? То есть которые ставят завышенные планки, которые стараются делать все как бы на отлично, да, то есть это так называемые перфекционисты, да, то есть это люди с очень заниженной самооценкой отчасти, да, то есть что как это я так, вот я сделал какой-то проступок, который не соответствует какому-то идеальному образу, да, то есть это говорит про то, что самооценка у человека достаточно занижена, да, то есть нет ощущения уверенности, внутренней структуры, внутренней идентичности сильной, да, то есть это всегда опора на мнение окружающих людей, которые в свою очередь, если не получают должной оценки, вот как раз-таки и формируют вот этот комплекс вины и чувство стыда. Вот, и если вот плавно все-таки пересмотреть и провести параллель вот с ситуацией, когда в семье появляется особый ребенок, то что нам нужно понимать здесь? Во-первых, сам по себе процесс очень болезненный, очень непростой. То есть появление особого малыша. Несмотря на то, что рождение ребенка это событие радостное, но оно так или иначе, как вот у нас принято говорить, делит жизнь на до и после. Да? У нас идет так называемое расставание с нашей идеальной картинкой прошлого, да? То есть идеализация нашего образа, нашего будущего, оно претерпевает вот такой крах, такое обрушение. Да? То есть, естественно, в момент рождения такого малыша все наши ресурсы физические, эмоциональные, материальные, они перераспределяются. Мы практически все свои силы как раз-таки бросаем на то, чтобы малыша поднять на ноги, выходить, развить его в должной мере. И, естественно, мы зачастую эти ресурсы забираем у других близких нам людей. То есть мы меньше времени проводим с другими детьми, мы меньше времени проводим с нашими мужьями, женами, с нашими родными, да, потому что практически все время посвящаем тому, чтобы развивать вот нашего особенка. Вот, и так или иначе у нас возникает как раз такая вот внутренняя амбивалентность, внутренний конфликт, это вызывает очень сильное как раз-таки чувство вины у женщины. И говорить я буду все-таки в контексте женщины. Почему? Потому что надо понимать и отдавать должное, что как раз-таки основная эмоциональная и психическая нагрузка ложится в первую очередь на женщину. То есть женщина является своего рода таким внутренним ресурсом, семейным центром, ресурсным центром. И если женщина при появлении малыша испытывает такие психологические, эмоциональные, деструктивные состояния, то это, во-первых, сказывается на ее эмоциональном состоянии, это сказывается на состоянии ребенка, это сказывается на отношениях с мужем, с родственниками, с окружающими людьми. Поэтому очень важно понимать, что в этом непростом этапе важно сохранять вот это внутреннее эмоциональное равновесие прежде всего женщине. То есть женщине нужен ресурс для того, чтобы ребенка развивать, для того, чтобы ребенка взращивать. Конечно, я абсолютно не убираю ответственность других членов семьи, но все-таки женщина здесь берет главенствующую роль.
И поэтому именно состоянием, эмоциональным, внутренним состоянием, которое испытывает женщина, мы уделяем сегодня очень повышенное, особое внимание. И здесь надо все-таки вот эту тему развернуть, раскрыть немножко. Что мы испытываем? Вот помимо вины и стыда, да, то есть там целая палитра эмоций, и обида, и гнев, и злость, и агрессия. И вот немножечко я сейчас, отходя и в контексте, и отходя от темы вины и стыда, все-таки этот вопрос разверну. Во-первых, что с нами происходит? Да, у нас на первом этапе идет вообще само по себе непринятие этой ситуации, шок, да, мы испытываем. Мы не можем поверить, что это произошло с нами. Мы испытываем где-то злость, где-то агрессию. То есть мы задаемся вопросом, за что нам все это, да? То есть мы еще не в состоянии конструктивно посмотреть на вопрос, мы еще не в состоянии увидеть смысл и перспективу, да? То есть мы, естественно, занимаемся самобичеванием и самоуничтожением, да? То есть за что нам это, что это за кара такая вот свыше. У нас складывается так называемое состояние безысходности. Вот если в простонародье, да, вот выбор без выбора, да, то есть меня поставили в условия, где я не могу выбирать. И это порождает такое очень сильное внутреннее чувство сопротивления и протеста. И если в этом состоянии женщина находится очень длительное время, то, как правило, в этом состоянии происходит вот это эмоциональное отчуждение от ребенка. Я не хочу, я не готова, я не могу. То есть это не то, чего я ожидала. Происходит такая эмоциональная дистанция с ребенком. Вот тут и как раз-таки идет эмоциональное непринятие ребенка как такового. Именно в этот момент очень многие в порыве эмоциональном отказываются от детей, оставляют его родственникам в детских домах, да, то есть совершают те поступки, за которые потом испытывают просто жгучее чувство и вины, и стыда в том числе. Вот, это непростой период, который надо проживать. Еще одна буря, вот такая чувство, это как раз-таки поиск виноватых, да, то есть что мы делаем? Мы начинаем ковыряться очень сильно, мы начинаем искать виноватых по линии рода, кто там по линии мужа, по линии жены накосячил, кто там, не знаю, из врачей допустил какую-то врачебную ошибку, да, то есть вот начинаем заниматься поиском виноватых. Это очень деструктивная позиция, она как бы присутствует у большинства из нас, но она все-таки краткосрочная по проживанию должна быть, потому что если вы находитесь очень длительно в этом периоде в поиске виноватых, то это в свою очередь не способствует развитию конструктивного диалога. Это обязательно сказывается на отношениях в семье, на отношениях с мужем, с детьми, с родственниками, да, то есть отношения будут портиться. Поэтому самое важное постараться все-таки сместить фокус и перестать заниматься поиском виноватых. Да? То есть ситуация есть, это данность, уже случилось, надо двигаться дальше. Да? То есть есть другая крайность, мы начинаем переносить вину на ребенка. А вот как бы складывалась моя жизнь, если в моей жизни не было тебя? Или если бы ты развивался по-другому, а если бы у тебя не было, например, порока сердца, да, то есть бессознательный процесс, то есть мама винит себя, но защитный механизм заставляет ее вот эту вину перенести на ребенка. И, естественно, это тоже очень плохо сказывается и на маме, и на психологическом развитии ребенка. Ну, то есть то состояние, которое надо тоже постараться максимально быстро определить, понять, отловить в себе и поработать с ним. Если не получается самостоятельно, то обратиться за помощью к специалисту. Есть, знаете, еще другая такая крайность, то есть женщине становится присущ так называемый синдром ложного стыда. Несмотря на то, что уже все развитые страны развернуты в сторону людей с инвалидностью, создают множество условий, создают доступные сервисы, доступные площадки образовательные, рабочие. Я отдаю себе отчет, что, конечно, не во всех странах процесс идет плавно, без пробуксовок, но тем не менее общество, мировое сообщество уже давно развернуто в сторону людей с инвалидностью. Но, тем не менее, у нас субъективное восприятие такое, что рождение малыша с особенностями
это порицаемо. Общество не принимает, общество агрессивно, озлоблено. Ну, понятно, что такое имеет место быть. И все это лишний раз подогревается тем, что ну, не все условия созданы у нас, да, но не все могут пойти в детские сады. Ну, хромает у нас социальная сфера. Не все могут пойти в школы, да. Понятно, что людям невозможно трудоустроиться, да, особенно людям с ментальными нарушениями. И все это, вот неразвитость еще в настоящий момент, как раз-таки способствует тому, что у нас складывается вот это субъективное ощущение, что людей с инвалидностью не принимают, не готовы принимать. Но еще раз подчеркну, все-таки политика наша, направленность наша государственная, в частности, как раз-таки идет в сторону того, чтобы для людей с инвалидностью создавать условия, и людей принимают. Но вот это ощущение ложного стыда мы так или иначе, тем не менее, испытываем. И еще раз подчеркну, это все привязано вот именно к субъективному ощущению, к собственной самооценке, к собственной уверенности. И есть еще другая крайность, так называемый комплекс вины. То есть вот как раз-таки в результате того, что происходит вот эта мощная трансформация, очень много ресурсов направлены на то, чтобы ребенка развивать, и мы эти ресурсы, ну, отчасти, как бы говорю своим языком, забираем у других членов семьи, и время, и материальные ресурсы. Это все внутри порождает внутренний конфликт, чувство вины у женщины. Она чувствует вину за то, что ну, не додает достаточно, недостаточно развивает. Да? Вот такая очень мощная буря эмоций внутри женщины происходит. И, естественно, вот из вот этого состояния, из комплекса вины, она уходит в другую крайность, вот начинает гиперопекать ребенка. И начинает вот максимум за него делать, вот как раз-таки движима этим состоянием. И тем самым сама собственными руками ребенка инвалидизирует. И, естественно, в результате вот такого развития, в результате такой гиперопеки, ну что происходит? Ну, вырастает такой эмоциональный монстр, можно так сказать, эмоциональный монстр, и это абсолютно никак не способствует его правильной, гармоничной социальной адаптации в общество. Есть еще так называемый синдром вот, самоуничижительное настроение, да, вот все у меня не так, вот это мне наказание, руки у меня не с того места, да все у меня в жизни происходит не так, и никогда у меня не бывает хорошо, да, то есть это уже из разряда установок, да, то, с чем человек растет по жизни. И все это так или иначе как раз-таки и способствует тому, что у нас эти чувства и вины, и стыда, они у нас просто, ну, обостряются. Да, то есть вот как раз-таки с этими установками, с тем, что растет родом из детства, в том числе, нужно работать в терапии с психологом в том числе, если не получается самостоятельно эти состояния осознать и переработать. Есть еще, ну, такие важные моменты, про которые хочется отдельно еще поговорить. Это совсем не конструктивные моменты, но которые имеют место развиваться у, ну, определенной категории женщин, людей, да, то есть это так называемый синдром жертвенности, да, то есть то состояние, которое, вот, в которое мы начинаем попадать. Вот все у нас плохо, вот нет просвета, жизнь уже, как говорится, жизнь завершена, и нет будущего, да, если нет будущего, то как бы, ну и что? И таким образом мы начинаем, ну, всячески вызывать к себе сочувствие, сопереживание, привлекать внимание таким образом, да, и из разряда уже вот, ну, действительно сложной ситуации мы начинаем уже переходить в такую манипулятивную функцию, да, то есть здесь уже начинает складываться ситуация, что вот чем хуже, вот тем лучше, да, вот по такому принципу начинает все развиваться. Либо наоборот, еще идет другая крайность этого всего, есть так называемый синдром особенности, такая терминология. Как раз-таки мы всячески декларируем, мы радеем за то, что считайте нас нормальными, считайте детей наших нормотипичными, не выделяйте нас в отдельную категорию, но тем не менее всячески нам со временем свойственно декларировать, ну он же особенный, ну вот как бы к нам нужно особенное отношение, и здесь тоже две полярности. Либо мы начинаем себя считать особенными с приставкой «я хуже других»,
Либо наоборот, мы уходим в крайность, что я особенный, и возводим это вот прямо в настоящий культ. Такое тоже встречается в практике. И вот в этом случае, когда вот мы пребываем вот в этой мании особенности, то нам, как правило, вот свойственно отказываться от помощи близких, специалистов, вот исключительно оперируя вот этим культом особенности. И еще один важный момент, вот, который тоже свойственно испытывать очень многим женщинам, это так называемый синдром убийственной жалости. Ах ты мой бедненький, ах ты мой вот, ну, несчастненький, ты без меня ничего не можешь. И если поначалу это был как факт проявления заботы о ребенке, ведь что такое инвалид? Это трактовка немощный, да, немощный. Но некоторым категориям женщин свойственно вот это тоже возводить прям в целую философию жизни. Он немощный, он без меня не может. И таким образом женщина начинает компенсировать себя через ребенка. То есть она возводит и привязывает себя буквально к нему. Да, то есть эти состояния нужно тоже очень четко дифференцировать. Это как раз вот синдром жертвенности и синдром вот такой вот беспомощности ребенка. Это та деструктивная грань, когда вот как раз-таки принцип, чем хуже, тем лучше, да, вот тем лучше женщине. То есть она за счет вот такой инвалидизации ребенка, она самоутверждается. Но если, то есть мы сейчас обозначили деструктивные такие моменты, но как это конструктивно-то должно развиваться, да, то есть все-таки родители взрослые люди, родители полностью несут ответственность за свои эмоциональные проживания, они в состоянии, и у них есть все ресурсы, чтобы вот как раз-таки работать с этим, понимать, осознавать, работать и развиваться, и двигаться дальше. И какие же у нас конструктивные-то модели? Их всего две. Самое важное – это создать ребенку максимум возможностей для развития, исходя из своих ресурсов, исходя из своих возможностей. То есть не надо здесь чрезмерно, не надо здесь взваливать, не надо здесь влазить, ну, как бы, ну, в кредиты условно, вот, ну, для примера, для того, чтобы вот, ну, выложиться по полной. То есть надо все взвешенно, исходя из ресурсов, исходя из возможностей. Но создать максимум качественное развитие ребенку. Но опять-таки здесь еще надо подчеркнуть и про то, что не надо кидаться во все крайности. Все-таки родители грамотно и взвешенно умеют информацию получать, обрабатывать и дифференцировать. То есть что подойдет моему ребенку, а что, ну, не совсем приемлемо, а не бросаться во все тяжкие. Куда все, туда и я. Да? То есть вот эти вещи нужно очень четко понимать. И вторая самая важная часть – это все-таки заниматься своим внутренним эмоциональным развитием, наполнением, все-таки повышать вот эту внутреннюю самооценку, чувство уверенности, работать над эмоциональным климатом семьи, над взаимоотношением с мужем или с женой, с родственниками, да, то есть потому что я повторюсь, что очень важно, чтобы в этап развития, в этап помощи и ухода за ребенком включались все члены семьи, чтобы мама не взваливала это только на себя. Иначе будет просто, наступит рано или поздно так называемое эмоциональное выгорание. Мы про это отдельно поговорим обязательно. Вот. И если теперь уже конкретно в завершении про методы самопомощи, то самое важное – находить, наверное, в случившемся смысл. То есть любое событие, оно пришло в твою жизнь не случайно. Это всегда урок, это всегда возможность и ресурс развития и себя, и окружающих. Да? То есть научаться находить в этом смысл, а не как бы не драматизировать ситуацию. Это непросто, но над этим навыком надо работать. Во-вторых, самое важное – развивать себя и поддерживать духовно. Это по-разному для всех. Для кого-то это, возможно, какие-то практики, для кого-то это, возможно, религия, медитации, общение с близкими людьми, общение с тем, кто тебя понимает, общение в аналогичных сообществах, которые понимают, разделяют и могут тебя поддержать.
Если мы говорим про какие-то психофизические инструменты, то это обязательно физическая нагрузка, это природа, это обязательно свежий воздух. То есть вы наверняка знаете лучше, что вас наполняет, что вам дает ресурс. Ищите эти инструменты, вот просто ищите, и вы обязательно поймете, что вас восстанавливает, энергетически восстанавливает. Самое важное, то есть если мы говорим, вот там были у нас такие внешние факторы, то самое важное работать над как раз-таки внутренним развитием своей внутренней самооценки. Подчеркну еще раз, вина и стыд – это то, что зарождалось в нас с детства, то, что мы тянем из своего прошлого. И когда ты отрабатываешь эти состояния, когда ты понимаешь, что ты не идеален, ты в принципе имеешь право на ошибку, что есть вещи, за которые ты не можешь нести ответственность, что какие-то вещи происходят без твоего ведома, потому что происходят. И когда ты снимаешь с себя этот груз ответственности, то, соответственно, чувство вины и стыда ты проживаешь не так интенсивно, ничего ж плохого-то ты не сделал, не мог ты повлиять на это события в своей жизни. И когда вам свойственно все-таки входить в эту вину, самоуничижение, самонаказание, стыд, спрашивайте себя, зачем мне это чувство? Про что моя вина мне сигналит? Что я должен понять? Что я должен осознать? И как говорят гештальтисты, самое простое – это прожить это состояние. Нужно просто в нем побыть, поощущать, что с тобой происходит, про что оно тебе сигнализирует, и переработать. Вот так устроена наша психика. То есть только через проживание, через признание, через осознание этих эмоций мы эти состояния перерабатываем и проживаем. Наверное, пожалуй, все, что мне хотелось про эту тему вам раскрыть сегодня. Обязательно пишите в комментариях, если есть какие-то вопросы, непонятные или не раскрытые до конца, и я обязательно вам отвечу. Все, всем хорошего дня и до встречи!